Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 20 февраля 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на авторской передаче Когито Бурята на ИМИ Радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я ждем друзей, вернулся. Значит, на этой неделе с Вильнюса, где прошел форум свободных народов, форум свободной России, простите меня за погрешность, форум свободной России. Ну и вот сегодня хотел поговорить на эту тему, как он прошел, в каком формате. Ну, в общем, ситуация такая, что там нужно было регистрироваться на этом форуме, сделать донат в пользу литовского фонда, который занимается, значит, помощью Украине, закупает дроны, закупает медицинские различного рода вещи для, в общем-то, для военных. Задонатил там сколько? 20 или 25 евро. И, в общем, это одно из условий, когда... Так, да, проверил, что себя слышно. Это одно из условий, значит, тех, кто вот вновь решил поучаствовать, значит, на этом мероприятии. В общем, ну, я ожидал, что в рассылке, которая приходила, что там будет, значит, представитель азиатов России, ныне Батлай Матюне, а также известный как Вася Матенов. Ну, вот по каким-то причинам его там не было, зато была, допустим, Ольга Курносова, не заявлен был участие Илья Пономарев. Илья Пономарев там тоже появился. Очевидно, что они группой, значит, политических деятелей после Мюнхенской конференции часть приехала в Минск. Там, по-моему, Гудков, еще кто-то. Ну, в общем, кому-то дали выступить, кому-то, естественно, выступить не дали. В общем, первый день он был такой, так, ну, тень на плетень наведенный, закрытый для зарегистрированных участников. Там, значит, обсуждался вопрос по поводу... Ну, РДК докладывался, туда послали вот эту девушку Анну Тирань. Значит, там был, кто с 2014 года воюет в ВСУ, некто Кацпер. Откровенно говоря, не особо интересовало, что это за, значит, персонажи. Но могу так для себя, так сексистски, так скажем, оценить. Сюда девушка обладает, конечно, определенным таким, как бы, ну, располагает к себе, короче, мужчин. Женщин было мало, детородного возраста еще меньше. Там были зрители и зрительницы, значит, литовки, но понятно, что из-за языкового барьера не удалось, значит, ни с кем там толком познакомиться. Ну, в общем, докладывали, в общем-то, доклады интересные, там предложения, в общем-то, интересные. Но поскольку, видимо, РДК они запланировали в своих, так значит, это как бы копировать Азов. Там же тоже было политическое подразделение, они потом, партия Азов там даже пыталась выступать. То есть в парламент Украины даже пыталась там что-то идти, в итоге там набрала от силы, по-моему, там 1,5%, что ли, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, они, видимо, решили по тем же самым вещам пойти в политику. Ну и вот в ПАСЕ их, естественно, пока не пустили, может быть, на второй год пустят, кто его знает. Ну вот, тем не менее, докладывали там, да, вот нужно там что-то организовать этих там русских оппозиционеров, которые выбежали, а выбежали это после, значит, 24 февраля. В общем-то, не оппозиционеры, а те, кто могли. И вот здесь вот поймите, многие людишки вот не понимают этот нюанс, да, что оппозиционер это не тот, кто убежал, да, это тот, кто с властью боролся. И то условно. Как боролся, с какими ресурсами. То есть, если своими собственными, так это не оппозиционер. А если он свои собственные ресурсы достаточно большие привлекал там
значит, печатал листовки какие-то, агитировал, там, людей нанимал для этой работы и так далее. Да, он может считаться оппозиционером. А большая часть это просто тех, у которых была возможность, так скажем, отвалить, потому что я вот в марте месяце здесь в Варшаве встречал этих московскую интеллигенцию, этих детей тех же всяких чиновников, которые вот как бы скрипя демократы в душе, но вот скрипя сердце вот ради миллионных откатов, они там вот в администрации Москвы или где-то в федеральных каких-то министерствах сидят, работают, короче, да. Ну, ради различных коррупционных схемах и все прочее. И они здесь были, да. И понятно, что вот, ну, есть некоторые желания их, значит, организовать, и чтобы они вот как Саид Бурятский, Царство Небесное, говорил в свое время, что вот вы обязаны, если даже у вас нету возможности непосредственно участвовать в джихаде, да, против московских каферов, вы должны помогать словом и делом, распространять информацию, значит, делать схроны, значит, передачки делать, пятое, десятое. И, в общем-то, это верно же было. То есть я вот помню, когда меня Саид Бурятский очень сильно интересовал, тогда еще в Ютубе были доступны его лекции. Но вычистили достаточно быстро, и даже вот в каких-то социальных сетях их даже не осталось. Вот так, к сожалению. А будь он проповедником, ну, которого бы не сманили на это дело, там бы сейчас в Бурятии сидел, я думаю, там не 1000 бурят бы перевербовал в сторону, значит, ислама, радикального ислама. Может быть, мы там в Бурятии бы подняли какую-нибудь революцию против каферов, там, например, кто его знает. Ну, а вот, видите, получилось, как получилось, забушлатили его там в 2010 году. Ну, я думаю, что не 1000 кавказских молодых людей он конвертнул, так скажем, из традиционного ислама в салафитский. И честь ему, как говорится, и хвала. А почему такое произошло? Потому что он читал ученых исламских, учился в университетах, арабский язык выучил. Все не абы как, не так, знаете, методички какие-то читать и транслировать, как он там, всякие алканы там и так далее, всякие делают. Я не говорю, что про каких-то других деятелей, ну вот касаемо бурятской тематики, например, да. Ну и вот, и, значит, задают вопросы, там все, мя-мя-бя-бя. И меня подмывает задать вопрос по поводу народовольцев, потому что я говорю, я уже вам докладывал на эфире о том, что вот этот парняга 16-летний из-за блокировки Лоброкса или Роблокса, я уж не помню, какая-то это вроде платформа для того, чтобы игры делать, что-то типа Майнкрафта, я не знаю, поправьте. Но я очень вообще далековато от этой темы, в общем-то, даже не погружался, потому что мало ли там возьму и играть начну. Ну и вот, видимо, немножко аутист. Но какой аутист? Не вот этот антисоциальный, как Вьюшкова, да, а такой вот, который, ну, знает, что делать-то. Взял ножик, выследил, причем несколько дней следил, а может быть и неделю, вот следил за конкретным персонажем. Все же на сайте есть. Он вычислил, кто вот конкретно, где кто работает, короче. Следил за ним. И когда этот хрен вышел, видимо, покурить или там до метро, ножками, копытами протопать, тот его ножиком чик-чик. А вы представляете, если человек, ну вообще, то есть у него ни опыта, ничего нету, да, то есть вот как он убить человека, ну сложновато, я так предполагаю. То есть он должен быть либо кратно сильнее, короче, и больше, да, просто завалить и массой задавить, либо знать, куда бить. Но я не знаю, может быть, там такие игры сейчас пошли, где вот показывают, куда тыкать в тело русского чиновника, чтобы он, ну, гарантированно скопытился. Но я вот задаю вопрос, я говорю, а что-то вообще, вот вы молчите, у вас же, говорю, здесь половина в зале, значит, потомки этих народовольцев, которые бомбы в царей кидали. Я говорю, а что, может быть, давайте вместо того, чтобы вот о каких-то, ну, значит, там вещах с русской эмиграцией там разговаривать, да, так надо объявить просто, чтобы тузы русской оппозиции, так скажем, да, объявили, сказали, что мы объявляем сейчас политику индивидуального террора против путинских олигархов, против детей путинских олигархов, против чиновников путинских, высших и низших и всяких других коррупционеров.
И это могло бы ФБК реализовывать. И третье, против русского офицера. Я вот нет, мои зрители не соврут. Я все время говорил, что для бурята именно тот русский офицер, его непосредственный начальник, это его враг. Я говорю, сдавать их, выдавать координаты штабов, в ВСУ там вся информация есть, там можно геолокацию и все прочее там скидывать и так далее, проблем никаких не будет. Примут к сведению и какой-нибудь атакамсом или еще чем-нибудь нанесут удар. Или какой-нибудь бабой-ягой. И в этом отношении я говорил, что буряты должны исходить не из каких-то там соображений касаемо, значит, мести там или еще что-то, а конкретно, чтобы своих бурят, офицеров продвинуть. Вот, потому что, ну, все это хорошо, красиво было сказано, там, что там столько бушлатит, там, народишко и так далее. Единственное, не было сказано, что на Украине сейчас погибают украинские патриоты, а с русской стороны одно отребье. И почему-то никто из этих ребятишек не приводит обыкновенную статистику, а сколько вот училищ военных, сколько офицеров ежегодно выпускает русская армия. Они как выпускали в 90-м году или там 92-м году там, порядка 80 тысяч ежегодно, или каждый выпуск, я правда не знаю, там осенний-весенний может быть и так далее. То есть порядка 10 тысяч выпускается по всей России всякого рода офицерья. И оно-то не кончается, в общем, не так быстро кончается. Это вот этих вот все желающие там быстро себе погоны, значит, нарядить. Кавказцы, например, да, которые смерти не боятся. Там те же буряты, тывинцы и так далее. Вот они там выслужиться, лезут там, значит, вперед куда-то там под дроны там и под еще что-то, короче. Ну, часто мы же понимаем о том, что слишком много русского офицеря, его нужно приряжать для того, чтобы вот кавказцы вперед шли, буряты вперед шли, тывинцы, например. Но этого не происходит. И вот это вот те проблемы, те вот точки, которые вот, по которым нужно колотить так как раз, помимо значит, теплоэнергетики, там, значит, нефтеналивных портов там, и все прочее. Ну и с другой стороны, там, значит, все вот так, конечно, немножко театрализовано было, я это видел, там, значит, вот там от Канады там подгон был, там еще там что-то, значит, и там с Германии, там, говорит, у меня, говорит, по локти в крови, короче, ну, она хорошо сказала, на самом деле. И в этих, как его, наших мальчиках, и она, говорит, останавливаться не собирается. Но в то же время мы же знаем, какое обилие вот этих ватников. И какое обилие, самое главное, они из Германии выслали вот этих подержанных автомобилей, всяких пикапов и так далее. Европа спохватилась, однако, только на 3-й год войны, когда был, вот, например, из Польши введен запрет на экспорт, значит, за государственную границу машин объемом 1,9 литра. То есть до этого все, с 22 года там неизвестно, сколько они этих машин через Беларусь перебросили, да, то есть вся вот эта ватная масса. И в этом отношении вот я брал интервью у Сергея Антонова, и он потом пост дал о том, что нам нужен штаб, то есть для того, чтобы координировать действия. Но опять же, почему я задал вопрос про народовольцев? Потому что, ну, это, во-первых, русская традиция. Нам нечего впереди лезть, потому что некоторые горячие головы могут сказать, а что бурята типа не начинают? Я говорю, ну, если вы хотите развалить Рашку, первым делом это должны заниматься русские в первую очередь. Там, ингрийцы, смоляне, там, белгородцы, значит, вот эти вот там, северопоморцы, казаки там, и так далее. Это они должны сказать, да, вот мы объявляем тактику индивидуального террора нашей основной политической программой. И все, я говорю, что там, вот эти самоубийцы, значит, сумасшедшие, которых оскорбили где-то, знаете, бывают люди такие низкого интеллекта, но с высоким уровнем, значит, чувства справедливости, например, да, то есть вот должники различного рода, да, вот, которые могут, в принципе, сделать своим кредом вот это нападение на любого чиновничка, начиная от мента, сидящего в Подольском, значит, отделении полиции, да, который бурятку ноги вытирал, и
ну, заведомо известно, чем же кончилось, понимаете. То есть она там все побежала по субдантам и так далее. Да надо туда с канистры бензина было ей завалиться бухой, короче, и сказать, что, ребята, нате! И все, и проблем бы не было, короче. А так сейчас об нее все вытерли ножки. СКР ножки вытер. Значит, суды там, а суды решение приняли, все, привет, значит. Конечно, они там сказали, что незаконное задержание, еще там что-то, ну, понятно было. Ну, это что, ну, санкции какие? Ну, выговор там им сделают или еще что-то несолидное, да. Поэтому я говорю Марине, следующий шаг, короче, мужа настропаляй, чтобы купил 10 литров бензина или, значит, дизельного топлива, туда пару, значит, кусков мыла хозяйственного закидываешь. Ну, канистра должна быть такая, которая будет разбиваться, это естественно. Что-то в стекле, туда бах, бах, бах. Короче, в шубе. Делай все как по краске. Вот тогда вот Ванюшки поймут, короче. А так они об тебя ноги вытерли, еще сверху говна накинули, русские суды, СКР и так далее. Но вот как бы, вот видите, ну, белорусская. Да, не совсем не стопроцентная бурятка, короче, вот не понимает, что бурята-то они выращены, бурятошки-то выращены, люмпинокомбедовцы, они выращены в этой среде, когда они привыкшие, что об них ножки вытирают. Вот это самобичевание, малый народ там, как-то помню, там еще каких-то этих дур готовили же. В Дацан приехал, и там какая-то вот, ну, бурятоска. Значит, это мы малая народность. Я так на него гляжу. Я говорю, ну это вообще не обязательно было Ванюшкам про это говорить. Ну, то есть она могла бы это под контекстом того сказать, что, например, ну из-за вас, из-за русских мы стали малой народностью. Ведь не секрет, что вы нас уничтожали на протяжении 350 лет. Ну, а там дальше потом какую-нибудь руснявую пропаганду принести. Ну, вот надо что-то такое. А вот бурятушки не могут это сказать просто. Потому что их с детства, там, с детского сада постоянно учат, палкой учат там. Вот эти всякие там низкосоциальные, низкоинтеллектуальные русские там учителя, значит, нянечки и все прочее, то есть обучают. А эти-то дураки, ну, отдают детей туда, а потом оттуда выходит вот такой манкуртенок, короче, без своего собственного мнения. И нечего удивляться, что потом, значит, происходит отмирание массовое, и мне Халтарову приходится ездить там этих, пугать русских людей, значит, различного рода проектами. Там, бурятский миллион я одному там иркутянину рассказал. Говорю, все четко распланировали, как будем численность увеличивать и так далее. А он говорит, ну вас же мало. Я говорю, ты знаешь, говорю, мы когда власть, говорю, возьмем, я говорю, мы ее каждый не отпустит, говорю. А для управления, я говорю, много что ли надо сейчас, говорю. 300 тысяч бурят хватит, вот так, короче. Но он-то, видимо, думал, что как же там вот без работяжек-то, короче, без там крестьян-то. Потянем ли? Я говорю, так желающих-то полно будет, я говорю. Тут-то самое главное, я говорю, ты не понимаешь. Недра-то, доход от недр-то все к нам пойдут. И он, видимо, впервые бурята цивилизованного, так скажем, увидел, короче, не бурятошку. Ну и что-то он бегал там от меня, там 2 дня, гасился, короче, прятался. Так, ну я задал этот вопрос, и что-то, ну, откровенно говоря, то ли их напугало то, что, я говорю, что половина здесь сидящих, ну, это потомки этих народовольцев всяких, которые бомбы бросали. Может быть, и действительно так и есть. Но не мудрено, потому что болтологией кто в 90-е, 80-е, 90-е годы занимался? Это третье поколение вот этих революционеров, так скажем, которые там и чистки прошли 30-х годов, там и всякий террор, там и все прочее. И вполне возможно их там дедушки, бабушки тоже участвовали. Ну, такие, знаете, низкого пошиба, то есть они там убивали царских чиновников, там бомбы кидали, грабили параллельно и так далее. Но вот в политику не лезли, то есть они вот именно сталинский электорат был.
И потом, естественно, значит, размножились там в 20-е, в 30-е годы на чужом барахле. И, значит, вот кто-то из этих потомков, значит, стал вот сейчас нынче, значит, всякими экспертами, там, учеными, значит, где-то преподают, Россию исследуют, этнографы всякие и все прочее. Может, они от этого напряглись. Но, с другой стороны, когда вот народовольцы и террор против путинских чиновников возник вопрос, вот я так взгляд окинул вот так на этих людишек-то, и они там вот все сидят такие испуганные, короче, напряглись. Ну, потому что, во-первых, меня не знают, а во-вторых, логика-то нетривиальная, потому что это же началось уже. Ну, Трепову там, да, можно считать, что она жертва, там, значит, СБУшников, там, еще кого-то. Но, тем не менее, это вот первая, которая, в общем-то, бомбу бросила. И я думаю, что на самом деле таких много, потому что не всегда эти факты вылезают. Тут же, видите, если бы он какого-нибудь вообще мелкого чиновника убил, да, всегда же есть такой вариант, что он можно сказать, да бытовуха, ну просто шел он мне на ногу наступил, короче. Что-то там хамско мне ответил, а я вот, ну просто раз и ножиком его, и не помню, как убил его. И не знаю, кто это такой там вообще и так далее. А то пацан-то, видимо, запалился. То есть, видимо, телефон-то, когда вскрыли, может, они думали, что мало ли там, ну, два любовничка поссорились, там еще какая-нибудь ерунда, как это у них обычно бывает. А они там, видимо, вскрыли вот этот телефон, глянули, что там, что, оказывается, это целенаправленно его выслеживал, еще, наверное, посты какие-нибудь сделал. Ну и такие уже думают, о, сейчас террорюгу. А потом, когда поняли, что он не какой-то там купленный там за деньги и все прочее, что он сам из своих собственных побуждений вот испугались. Ага, значит, пример-то может быть очень сильно заражаемый. Особенно если это русич какой-нибудь, а не какой-нибудь там кавказец, например, там, или еще кто-нибудь, да. И вот когда русские откроют, значит, вот охоту на путинских чиновников, вот этих всех, которые там об них там ножки вытирают, то зарплату не платят. Тоже можно сказать, что какой-нибудь полно же таких, которые деньги задерживают и так далее. А что, ну взяли, убили его, машину сожгли. Потом сказали, что, ну причина какая? Ну революционная причина, тактика индивидуального террора, вон у Халтарова подслушали. Понимаете? Или там, они скажут, ну, что за Халтаров там, кто такой вообще? А если об этом Гарри Каспаров скажет, или представители РДК, например, заявят об этом, да, или там Марк Фейгин, или еще какие-нибудь тузы, что мы сейчас, вот вся объединенная русская оппозиция, значит, все, переходим от слов к делу, значит, объявляем, что каждый русич, который, значит, Кривич, там, Вятич, Помор, Ингерманландец и так далее, взявший на себя ответственность, значит, и никакого центра не надо организовывать. Независимая распределенная система. И ФСБ там замучается таких народных мстителей искать. Это же не просто так народовольцы же это приняли. Они что же там, народ ходили, крестьян пытались обучать. А этим крестьянам, ну что, какая разница? У них психология вполне примитивная. Это еще в Риме знали, что люмпен-пролетариат, он любит раздачи, любит торжества, любит героев, любит пафос. А жертвовать собой не хочет, но если это не связано с наживой, например, да. То есть, куда вот этот римский люмпен-пролетариат в основном шел-то? Они же шли вот в войска, в легионы, когда у них стала возможность после реформ Гая Мария, да, чтобы грабить, чтобы приводить рабов, продавать их и становиться средним классом. То же самое вот Путин делает, фашистский абсолютно режим, потому что фашизм, ну, зачатки фашизма, они же были в Римской империи, то есть никуда не делать. И вот, вот эта народовольческая русская идея, вот русские поднимутся, ну и потом мы посмотрим, там пару крупных генерал-губернаторов чикнут. Там понятно, что за генералов отвечает СБУ ГУР. Ну и то может быть такое, знаете, там же воровство денег, все прочее. То есть могли, возможно, что одни генералы русские заказать через СБУ других генералов, и там, понимаете, вот так деньги катаются туда-сюда. А
всех же собак можно на этих повесить, как на СБУшников и гуровцев. И тем тоже, да, героев там понавешивают, там, типа агентов каких-то испытали, пятое, десятое, короче. То есть это может быть такой договорничок, когда вот определенного рода генеральчиков, там, значит, на генеральчиков там черную метку повесили. А я говорю, а где эти тысячи этих полковников, майоров, капитанов, старших лейтенантов, которых тысячи, которые тоже тем же занимались убийством украинских военнослужащих, военнопленных, которые занимались обнулениями. Это же все, знаю, ну, все объявляйте, что есть революционная масса, которой просто не хватает определенных вещей, может, никто и не знает даже. Причем это вся народовольческая литература, она же не запрещена. Ты можешь прийти в любую библиотеку, сейчас вот, сходите в центральную библиотеку, попросите подборку по народовольцам. Вот по революционерам, там, значит, в 20-е, в 30-е годы там собирали воспоминания вот по этим ячейкам как раз, ну, которые, значит, не эсеровские, а типа объявили, что они большевики там и так далее, которые тоже активно бомбы кидали и так далее. В революцию 1905 года там же огромное количество этих, как его, перечекалит, всяких чиновничков-то. И жандармов и всего прочего. Поэтому эта литература не запрещена. Вы можете сходить, посмотреть, там все написано. Тактика. За свои деньги там снимали виллы, короче, там, наблюдали за дорогой. Выявили там, значит, маршрут, время. Совершили нападение, значит, застрелили определенное количество этого. По-моему, я помню, читал, что конкретно, скорее всего, его убили, вот этого чиновника, или жандарма, или кого-то. Но вот один был из нападавших ранен. И он застрелился. И самое главное, что они говорят, а мы не знаем, кто это такой был вообще. То есть вот они троем действовали, короче, они знали каждый, кто это был вообще. И вот он застрелился, чтобы других не знать. Вот такая, понимаете, самоотверженность была. И я вам гарантирую, что вот эти все лица с нарушенной психикой, вот это с вялотекущими шизофрениями, аутического спектра расстройства, значит. Там, значит, вот эти суицидальники всякие, и мужчины, и женщины, кстати, вот в это все дело вольются. Надо это поднимать. Но я, бурят, предупреждаю, вы в этом не должны участвовать по той простой причине, что пока рано, вот, пока вонюшки не начнут, значит, своих вот этих мучителей, значит, уничтожать, нам нужно сидеть тихо. Потому что ценность бурята в 150 раз выше, чем ценность вонюшки. Ну, это просто по соотношению численности, да. И для нас любой бурят, он ценен, потому что вот сейчас мы планомерно переходим, значит, к 4-му пункту обсуждения сегодняшнего дня. Это Михаил Матханов, короче. Вот вы представляете, сейчас вышла информация, 2 дня назад Мемориал опубликовал о том, что, значит, Михаилу Матханову за государственную измену дали 20 лет тюрьмы, короче. И я помню, когда в начале 25-го года там его где-то арестовали при попытке пересечения, значит, границы с Монголией, я так еще удивился, что ему не какие-то, значит, делишки по Байкал-фарму прикрутили, а именно, значит, этот, как его, измена Родины, или как там какая-то статья, меня это что позабавило, что вроде как он пытался вступить, значит, в какие-то террористические там войска и еще прочее. Ну и вообще довольно смешная ситуация, потому что, я так знал, как бы говорили, что он самый такой, вроде как то ли последний, то ли самый младший. У нас же у бурят так к последним детям некоторое снисхождение есть, имеется в виду, когда много детей, там, вот, которые там мать 50 лет родила, там бывают дети, они довольно такие, немножко это зонтугло, как говорится. И вот в этом отношении, естественно, что удивительно, что он там с кем-то общался. Сейчас вот информация это пролетела, да, видимо, из судебных заседаний, что в 22 году, значит, типа в декабре месяце он перевел $3050 неизвестному гражданину, значит, иностранного государства, а в 25-м с целью, значит, вот попадания в какие-то вот украинские войска,
А значит, в 25-м попытался выехать. Ну, что-то какая-то разница очень большая. То есть 1,5 года готовился, что ли. У меня, ну, сомнительное подозрение о том, что это либо была какая-то разводка, либо просто вот, ну, бывают же там мошенники всякие разные, там прикидываются, там деньги переведи и все прочее. А потом я вот подумал, а может быть, действительно есть такой вот персонаж, который там, значит, типа а-ля инфо-цыган, мог обещать какие-нибудь там, значит, ништяки, да, вот эти вот мошенники, такие далы, короче. Всякие разные же есть вот в бурятском сообществе, которые там липовые кейсы писали, там недавно вот это возникло, Рената Болотова, которая там в списках Эйнштейна и так далее, Эпштейна. А сколько таких вообще в принципе повыезжало там еще в начале 2000-х годов, ну мало ли там, сидит, значит, какой-нибудь хрен в США и говорит, вот давайте там бабки переводи, да мы там то сделаем, тебе кейс нарисуем, короче. Ну и вот он решил, значит, видимо, эмигрировать в Соединенные Штаты там с готовым кейсом, да. До этого он, видимо, бабки какие-то определенные переводил именно под это дело. А потом оказывается, что это вот тело-то это всю дорогу агент был. И, судя по всему, его данных-то в уголовном деле не представлено. Это так же, как с стукачом Хамагановым. Он же тоже в моем деле не указан, но там зато указаны мои айпишники, то есть там скриншоты приведены с данной ФСБ, так скажем, да, и вот они уже через айпишники вышли на меня, так скажем, на бредню. Ну и когда я помню, Хамаганова попросил, говорю, ну ты приди на это, скажи, что данные не те, все не так, что сайт взломали, все прочее. И он самоустранился, убежал. И тогда-то я понял, что, ага, так это сдал-то меня Хамаганов, короче, с потрохами. Такой весь из себя оппозиционер оказался-то ФСБшным стукачом. Ну вот пил, а мы обряд провели в 2013 году, я вот помню. Было такое произнесено, что все враги мои умрут. И бац, и через 3 года не прошло, короче. Притянули его. И Карлицу сейчас тоже. Чувствую, что вот сейчас с Карлицей что-то произойдет. Вот что-то нехорошее. Так, ладно, черт с ним с Карлицей. Так. Ну и основное там, конечно, я хотел еще с 2022 года, с 2023 года перехватить Гарри Каспарова, потому что он здесь в Варшаве частенько бывает на таком мероприятии, как называется Блиц Рапид Супербет, который входит, значит, в Кубок Сейнфилда. В мае месяце проводится. Нынче я тоже попытаюсь аккредитоваться на него. Ну и, в общем, поскольку представилась возможность поехать на этот форум «Свободной России», ну, там ловил его, он как метеор бегает, сложно с ним, значит, пересечься, там, может, тем более поговорить, но удалось мне там задать вопрос. Вопрос звучал следующим, ну, вот, вы знаете, наверное, что Джамбулат Сулейманов прилагает, значит, усилия по поводу формирования отдельной платформы для порабощенных народов, вы ее, ну, как бы поддерживаете, вот эти работы-то, поддержите ли потом, ну, как бы. А он, как услышал Джамбулата Сулеймана, есть такой, сразу как-то сморщился. И я, кстати, это в видео нашем, которым я на канале вышел, выложил полностью. И он такой, что вы задаете вопросы, на которые невозможно дать ответ. То есть понятно, что он все прекрасно осведомлен о деятельности, в том числе по созданию отдельной платформы, да, ну, там так немножко, видимо, понял, что надо немножко сгладить углы там и так далее, ну, и сказал, что мы вроде с этими, с 5, вроде, мол, работаем-то неплохо. Я говорю, ну, было бы там еще были бы такие люди, с кем бы было еще плохо работать. Как говорится, там один ученый, другой там инстаграмщик, двое там, кто там, двое там женщин, да, или трое женщин. Матюне, Сулиндига, Коми-Пермячка, Водянка и еще кто-то вот забыл. И Руслан Кутаев. Ну вот с Русланом Кутаевым я не думаю, что там
определенные эти, как его, что там, что он так просто будет находиться там. Значит, думаю, Руслан Кутаев-то, конечно, там поставит определенные вопросы и задачи, на которые они вынуждены будут отвечать. Но по платформе ПАСЕ выяснилось следующее, о том, что никаких там выплат нет, то есть им не платят ни зарплату, ни какие-то другие вещи, но есть компенсация расходов, так называемая. То есть ты полетел на заседание ПАСЕ, тебе оплачивают гостиницу, компенсируют оплату гостиницы и компенсируют перелет. Второе, что удалось узнать по этой платформе ПАСЕ, заседать будут всего 4 раза за год. То есть они всего лишь соберутся 4 раза реально. То есть, ну, как будто бы подразумевается, что они где-то сидят в чате, в Телеграме там или где-ли, и, значит, вот что-то там, значит, какие-то, значит, документы генерируют с помощью чата GPT. Ну, и, видимо, там типа а-ля голосование, короче, да, о том, что вот они должны договориться, как там как там, значит, вот это все вести. И вроде такой слушок был о том, что там собирается, им нужен какой-то секретарь этого, значит, 15 этих людей, они там еще секретаря выбирают. Ну, в общем, какая-то вот такая интересная хрень, которая, в общем-то, ну, как правильно сказал Сергей Антонов, что он какой-то мертворожденный проект. То есть больше было от него ожиданий, чем на самом деле получили в конечном итоге. Так, по Матханову я сказал, по Каспарову сказал. Ну и вот интересно, то есть основной мой визит, в общем-то, был для того, чтобы переговорить с литовцами, потому что на форуме свободных народов пост России там удалось мне поговорить, значит, с бывшим представителем, значит, координатором, так скажем, от литовской армии с блоком НАТО, капитаном в отставке. Вот он, ну, конкретно он тогда еще раскидал, что там касаемо Калининградской области, там, других вещей, там, и так далее, формирования, там, как некоторые, вот, нам нужно, там, Литва поможет, там, сформировать что-то там, и так далее. Ну, они правильное направление определили, вот там выступала бывший министр обороны, гражданская женщина, довольно конкретная, довольно четко высказала, она сейчас является членом Сейма. Ну, и она мне сказала, что я вот являюсь, значит, как раз состою в комитете по взаимодействию с порабощенными народами. В этом отношении, конечно, надо сейчас активизироваться. Мы обменялись контактами, в общем, то есть будем взаимодействовать. И, в общем-то, литовские, так скажем, парламентарии, они довольно четко и конкретно, и с толком, с чувством и с расстановкой все прекрасно понимают. Даже больше, чем в общем-то, наивная вот эта русская интеллигенция, которая приехала на этот форум. Ну, и ничего не нужно ожидать о том, что там какие-то принципиальные решения были бы приняты и так далее. То есть, фактически форум это место, ну, как научной конференции. То есть, собрались, поговорили, там, закрыли гранты, там, кинопоказы какие-то устроили, там, значит, в общем, фото, видео есть, мероприятие, значит, отчитаться за грант можно. И в этом ничего такого дурного-то нету абсолютно. То есть люди съездили, пообщались, увиделись со старыми друзьями, и все это часто за счет различного рода грантов. Раньше, конечно, жирнее было, сейчас вполне возможно, что, ну, были такие слухи, что как будто бы Невзлин денежки дал. Ну, в общем, для меня это было интересно, первый опыт. Спросите ли вы меня, поеду ли я второй раз? Скажу, скорее всего, нет. Там, значит, походил, мы там между всякими заседаниями или скучными заседаниями ходили там, значит, по Вильнюсу, значит, где-то там, ну, такая прогулка по центру города была, я потом видео выложил, там что-то какие-то боты там в комментарии мне набежали. Ну и даже удалось поучаствовать в таком мероприятии, Ужговенец, по-моему, называется, разговение как будто бы. Ну, то есть это а-ля
Старый праздник балтийских народов, который, ну, в общем-то, видимо, судя по всему, приходится на определенную дату недели, я вот как почитал, значит, в феврале или там относительно вот каких-то, видимо, Нового года по лунно-солнечному календарю, но я так понимаю, что нынче лунно-солнечный календарь, Новый год совпал с лунным календарем. Ну, в общем, откровенно говоря, ну, здесь-то скучно в Варшаве, а там в Вильнюсе еще скучнее, как говорится. То есть делать там, ну, по большому счету, мне так показалось, нечего. То есть если там не будут проводиться какие-нибудь конференции, связанные с национально-освободительными движениями, ну, смысл туда ездить. Так. Ну и вот, и возвращаясь к Михаилу Матханову, было бы, ну, вот интересно там посмотреть, послушать, потому что что-то толком никаких, значит, объявлений по этому поводу не было. Я вот прогуглил там парочку, значит, этих бурятских СМИ, и что-то молчок такой, потому что как-то это очень странно. Но у меня вот позиция семьи, позиция, значит, адвокатов, потому что адвокаты-то могут опубликовать, что это за неизвестный человек был, которому $3050 было проведено Матхановым. То есть, ну, это явно не я, потому что если бы Матханов перевел такую сумму, я бы уже сразу 3 года назад бы с вами поделился еще такой информацией. Так. Мирогор пишет: возвращайся назад в Бурятию, ты парень, ну, мы тебя изберем Хурал. Да мало уже, мало. Уже всю Бурятию от Енисея до Амура нам надо, понимаешь? Все доходы, нефть, газ, алюминий, каскад ГЭС, электроэнергия, вся энергетический сектор, железка, золото, платина, понимаете? Все, сейчас уже избраться в Хурал, это так, это там для деревенщин, для колхозников. А уже все, проехали. Вы упустили возможности сделать из меня академика. Бурятская академия наук. Ну, все из-за жадности, естественно. Думали, что все буритосы у вас в кармане. Ничего подобного. Сейчас мы вырастим в Южной Корее, в Соединенных Штатах Америки совершенно другую поросль. И освободим Бурятию. И будет Бурятия для бурят. И Бурятия... И буряты испытают на себе бурятскую власть. Все по чуть-чуть. Скоро все это будет, ребята. Мы власть возьмем, мы ее не отпустим. И вам нужно уже сейчас бурятский начинать учить, показывать пример своим детям, чтобы не было так, как вот женщина там открыла студию, интернационалистка Камбедовка Люмпенко, а вдруг дети ей так, ну не стесняясь ее возраста, разницу, а мы, говорит, ненавидим же вас, говорит, буритосов, мы же ненавидим вашу там всю эту культуру там и так далее. Это, говорит, ребенок чистая душа. Но подходы неправильные, бить надо, то есть... Она как педагог должна понимать, что надо в детях, особенно русских, вырабатывать условный рефлекс. Что сказал, не любишь культуру бурятскую? Будешь рисовать там к Сагалгану картинку? Не буду, тетенька. Будешь. Будешь. И, в общем, учить надо. Выработка условных рефлексов – это хорошая тема. Так что, обращаясь ко всем бурятским педагогам, бейте русских детей, не стесняйтесь. И для того, чтобы начать бить, надо посмотреть выпуск с Майком Тайсоном, где его там тренировал итальянский. Что ты, Майк, говорит, почему ты не бьешь? Ты боишься, говорит, ударить белого? И он, Майк, рассказывает, что да, говорит, были там панчеры готовые, там, афроамериканцы выбить там из другого черного дух. Но когда они бились на ринге с белым, они его не могли в полную силу бить. Вот так настолько психика, видите, была у деформированного афроамериканцев. Поэтому ничего такого нет, потому что сейчас афроамериканцы там вот эту белую шваль все отстреливают, короче. То есть это просто баш на баш. А я вот представляете, вот как эта пружина у буритосов сжата, когда дестабилизируется Рашка, благодаря русским народовольцам. Вот сколько лет, я говорю, вот одной тут сказал, 5 лет, говорю, мы, буряты, ничего не будем правозащитников допускать, ничего. 5 лет, я думаю, где-то вот. 5 лет из каждого бурятки, из каждой
из каждого бурята должно вылиться вот эта вся ненависть, накопленная за столетия по отношению к русским. Она вот так как пружина должна выйти. То есть ее искусственно нельзя сжимать. И в этом отношении будет 5 лет для того, чтобы, так скажем, пасифицировать бурят, чтобы вот эта вся ненависть из бурят вышла. И ничего страшного в этом я не вижу абсолютно. То есть так и должно быть во имя исторической ценности. Как говорится, вот вполне возможно даже вытащим, значит, Матханова, если он там не удавится или не отравит его ипобипетином, там, значит, вот этим ядом древесной лягушки. Ну, я, конечно, там язвил, что адвокаты пронесли эту лягушку Навальному, и он там ее лизал. Не, ну, почитал, погуглил, короче, что действительно яд был синтезирован. Вероятно, что его траванули именно в тот момент, в тот же день, когда он умер. И, собственно, смысла не было им, ну, его там как-то утилизировать или еще что-то делать с этим ядом. По той простой причине, что это такой, ну, как бы подпись убийцы, да? То есть, ну, чтобы знали. И сейчас я представляю вся вот эта вот испуганная масса, да, которая вот в этом на форуме России, они же, может, там некоторые даже кушать не могли, потому что мало ли там, значит, кто ходит там, в рыбу там подсыпали или в курицу что-нибудь подсыпали, да, и там как эти вот старухи-то, это Люженчин, там еще Гармажапова, они там где-то же заявили, что их там травили. Я сказал, что ну вы старые просто становитесь, бабы, у вас, значит, зачем вас травить, когда вас можно просто режиком, короче, на тот свет отправить. Что-то какое-то выдумывают. Ну, то есть просто пищевое отравление плюс джетлаги, потому что они же летают туда-сюда. Ничего удивительного в этом нету. Ну и это, слава богу, нас оберегает. То есть, потому что Ванюшки считает, что мы там что-то незначительное, там Халтаров тем более там до сих пор никакую террористическую статью мне не примотали по странному стечению обстоятельств. Я не знаю, что ждут даже вонючие карлицы 282-ю, там, часть 4, значит, организацию экстремистского сообщества сделали. А вот Халтарова что-то не спешат. Ну, не знаю, что-то мне, я не знаю, там, пойти там какого-нибудь русского олигарха шлепнуть, короче, или вот приехать в Петербург, уфу, это как его, во Францию, там, может, отследить эту дочку этого, или не дочку Путина. Ну, я говорю, а какая разница? Ну, вот шлепнут эту бабу. Я говорю, ну, дочка она Путина, не дочка Путина, какая черту разница-то? Минус одна баба, русская баба, короче, понимаете? Причем, ну, достаточно обеспеченная, судя по всему. Если ее там какие-нибудь патриоты Украины шлепнут, короче, я говорю, ну, тут не важно, говорю, дочь она там Путина внебрачная, не дочь, короче. То есть тут речь-то не об этом. Убивать-то будете вы ее за ее национальность, а не за того, что она там родилась от вероятной связи там, с Путиным, например. Ну, это же бред. Поэтому я и говорю, что вот это русское народовольничество, хотя там Денис Угрюмов там сказал, что нет, это там идеология не это, там победили в революции совершенно другие. Я говорю, ну, конечно, потому что базис-то, фундамент-то кто трупами накидал? Кто показал русскому крестьянину, что вот этот вот кричащий и топающий ножками маленький пузатый немец, это не начальник какой-то, которого надо бояться, а это такой же человечишка. И кары никакой за это не будет, что Бога-то нету. Понимаете? То есть революция-то потом же на этом же, они почему безбожнический еще характер-то принимали? Потому что было что с этих толстых попов пограбить. Вот сейчас он, например, сколько там попов живет, эти педерасты. Педераста этого митрополитом назначили к Бурятии. Он же жирненьких туда этих, пидорков-то туда всех завез, короче. Они же все богатенькие. Сейчас вот, допустим, рей по ним сделает, там каждый бурят машину получит. Попадью еще, наверное, нецелованную. Так что имеет смысл теорию вот эту индивидуального террора начать применять. Ну и потом, к сожалению, не удалось там толком, там такой жирный, толстый, помню, на съезде, на форуме свободных народов пост России был какой-то этот, ну, видимо, тоже там интернетный какой-то персонаж. Ну, я подхожу, здороваюсь, там руку ему протягиваю. Ну да, там по правилам этикета более старший человек должен руку протянуть. И он что-то такое-то
Застеснялся, я так на него гляжу. Ну, с этим, с Габасовым поздоровался, а этот что-то это... И что-то бухтит там себе под нос, короче. Я говорю, ну а что, кто ты там, типа, спрашиваю, как зовут тебя там? Му-му-му-му, что-то бубу, ну тоже, видимо, аутист какой-то. Хотя я так понял, что Габасов мне потом сказал, что он вроде как давно здесь в Литве живет, бизнес делает, что-то, ну, вроде как литовец. Такой литовец, башкирт, короче, башкорт. Ну, и он там пришел, что-то вопрос такой задал. Вот у вас в РДК, там в пункте, там каком-то, там что-то не написано про правила для самоопределения народов. Я говорю, ну, башкирам или татарам такой вопрос задавать вот какому-то РДК. Я говорю, когда час Х возьмет, что мы будем спрашивать у русских, брать нам суверенитет или не брать? Вот как наши эти в 90-е годы, это вот это старичё-то все, которое сейчас там сидит, подванькивает, там, задницу русским вылизывает. Они же могли взять столько суверенитета, что сейчас в Бурятии не хуже бы был режим, чем в Чечне кадыровский. 2% русского населения бы было, короче, и все бы наше было. И международный аэропорт Байкал имел бы таможенную зону, и мы бы там растамаживали весь, значит, импорт от Китая, из Южной Кореи, из Японии. И неплохо бы с этого республика жила. Все вот эти промыслы бы тоже под нашим контролем было, понимаете? Вот эти вот упущенные возможности, когда, ну, действительно обманули бурятосов, это сейчас становится-то понятно. Не только там за счет ведения всяких манкуртов и так далее. Потому что, ну что, мало манкуртов было где-нибудь в Литве, да там, как Андрюс Алманец как-то говорил, да у нас тоже полно этих было, а что там, говорит, зачем там нам независимость и так далее. Сейчас вот эти турбо-бот это, который у меня в чате там в этом пишут, какие латыши, литовцы, о том, что там что-то это. Я говорю, а кто вас спасал, когда вас в 39-м году, в 40-м году высылали туда, на Сибирь, в Бурятию? Буряты ж с открытой душой приняли. Вы про эту-то историю-то не забывайте. Я, может, такой же к вам в Литву приехал сырый и убогий, чтобы вы меня там от русни спасли. Ну и вот, и вряд ли уже на какое-то другое мероприятие, кроме, значит, национальных поеду, может быть, там что Габасов будет устраивать, может, на это поеду, съезжу, если пригласят. Ну и, безусловно, надо будет писать письма в литовский парламент, взаимодействовать, я не знаю, что карлица, там эти все сидят, короче, ну, их, видимо, они действительно ничего из себя не представляют, поэтому иначе бы давным-давно бы уже там какую-нибудь хотя бы переписку вели. Ну, не знаю, я начну. Сейчас дооформлю наш фонд польский и будем бурятско-польско-литовские взаимоотношения поднимать. Для чего? Для того, чтобы Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Тем мы победим. Всем пока и до новых встреч.